На днях Юрий Трутнев дал интервью в городе Владивосток и ГТРК Владивосток. В своем интервью он сообщил, что в основном сгорела трава и мелкие кустарниковые растения в Якутском регионе. Я вообще, друзья, не понимаю, откуда он эту берет информацию. Почти 3 месяца, да, вот в Якутии полыхали пожары, и он пришел к такому мнению, что сгорела только трава и мелкие кустарники. Я цитирую высказывание Трутнева. Мы вместе с руководителем Россельхоза там деревья руками трогали, ходили. И он говорит, что руководители данного ведомства уверяют, что более 60%, да, до 60% всей растительности выживет. Лесница однозначно говорит, что выживет. Не знаю, откуда они эти данные берут. Судя по сводкам, то есть по всей информации, да это половина гектаров Якутии выгорела. Сейчас Трутнев тоже заявляет, что просит руководителей ведомств проверить информацию, которую распространяют СМИ. Он говорит, что цифры увеличивают. Но как, друзья, цифры могут увеличивать, завышать? Как может гореть трава, если мы видим все прекрасно своими глазами, что горит-то, друзья, не трава? Я не знаю, почему он это так говорит, и на всеобщее обозрение он это преподносит. Сейчас давайте мы еще раз послушаем его высказывание, полной версии интервью, которую он дал ГТРК Владивосток. Там трава сгорела в основном. На большей, конечно, в основном это были низовые пожары. В основном сгорела трава и мелкие кустарниковые растения. Мы вместе с руководителем Россельхоза там прямо деревья руками трогали, ходили. Я говорю, жить будут. Они говорят, лиственница однозначно вся выживет. То есть они оценивают, что до 60% деревьев на территории природного региона будут продолжать жить. И, в общем, лес достаточно быстро восстановится. Поэтому сейчас самое главное, мне кажется, это действительно побороть огонь, побороть опасность для людей. Потому что пока еще на расстоянии 5 километров и менее от фронта пожаров 6 населенных пунктов Якутии. Вот это вот самая такая тревожная вещь. В этом отношении я вносил предложение на совещание. Считаю, что нам надо просто установить нормативы, на каком расстоянии деревья могут находиться от населенных пунктов. Потому что это, конечно, красиво, когда село, поселок окружены лесом, но вот если нет этой защитной полосы, то просто огонь мгновенно перекидывается, остановить его очень трудно. Вот в поселке, где сгорели 30 домов, для того, чтобы не сгорел весь поселок, жителям пришлось фактически вырубить около 100 метров вокруг. Но они сейчас вот там все валяются внахлёст, эти стволы деревьев. Не очень красивое зрелище. И, конечно, если бы мы это сделали заранее, во-первых, мы избежали этих рисков. Эти 30 домов бы мы спасли. Ну и все бы это было сделано в спокойном режиме. Люди бы эту древесину использовали для своих нужд. Мне кажется, что эту работу надо в пожароопасных территориях проводить. В селе Бясквир горного района. Об этом журналистам сообщил глава муниципалитета Никита Андреев. Вы представляете, друзья, 30 тысяч рублей. Что можно купить на 30 тысяч рублей, когда люди потеряли кровь, люди потеряли все, документы, скот. Все люди потеряли, машины, остались без ничего. А правительство выделяет всего по 30 тысяч рублей. Еще промелькнула новость, что был создан специальный фонд помощи пострадавшим, и уже в этот фонд было перечислено около 2 миллионов рублей. И вот это спрашивается, вот эти фонды, да, кто их спонсирует, кто эти фонды пополняет. Конечно, отчасти и простые люди, граждане. То есть государство в полном объеме не может обеспечить защиту своих граждан
А люди, получается, сами же люди не оставляют своих же людей, своих же соседей, друзей в беде и сами же и помогают. Поэтому этот фонд и был, наверное, создан, чтобы как-то хоть какой-то процент денежных средств собрать и самих же людей. Эти деньги тоже будут выплачены погорельцам как компенсации. Это сообщил журналистам министр по делам молодежи и социальной коммуникациям Степан Сардгаев. Также было сообщено, что ведутся восстановительные работы в селе, восстанавливается инфраструктура, будут строиться дома, будут утепленные дома строиться, также будет восстанавливаться колхозы, которые погорели, да, вот скот, который погорел, тоже все это будет восстанавливаться. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Степан Сардгаев также сообщил, что все дома и хозяйные постройки взамен сгоревших построят в селе за счет средств республиканского бюджета. И они уже будут не обычными домами, а благоустроенными домами. То есть уже на уровень выше их построить. И обещают построить их к зиме, то есть к наступлению холодов. Также министр добавил, что республиканский Минсельхоз по поручению главы республики Арсена Николаева занимается вопросом строительства в селе коровников взамен сгоревших. Сгорело, напомню, 7 коровников, самый большой на 100 голов крупного рогатого скота, уточнил министр. Миллионов рублей на закупку тяжелой техники для борьбы с лесными пожарами. Как сообщалось ранее,